живы ли вы? Действительно, это вопрос. Мы на самом деле сегодня живем или выживаем, или здравствуем. Сюжет этого фильма очень близок к моей семье. Впечатление, я вообще считаю, что на сегодняшний день это лучший фильм на татарском языке. Мы с большой душой его делали, очень старались, мы душу всю в этот фильм вложил. У нас, как говорится, в кино экран покажет. Давайте не будем много говорить о фильме, а просто посмотрим кино. Огромное спасибо. Все знают приветствие «Исянмысыз» на татарском языке, но дословный перевод – это совсем не «здравствуйте», а «живы ли вы?». И у этого приветствия более глубокие корни. Не имеется в виду, насколько ты жив физически, а насколько ты жив духовно. Именно этот вопрос на татарском языке задают герои и себе, и окружающим, потому что фильм именно о том, жива ли сегодня татарская культура, самосознание, живем ли мы сегодня этими вопросами или просто живем. Сразу после просмотра фильма «Миллиард татар» удалось взять комментарии у зрителей. Этот фильм произвел очень большое впечатление, и не только на меня, я думаю, на всех зрителей. У меня родилось такое мнение, что это фильм «Клич». Это фильм на Уран Салатраган фильм. Живы ли вы? Действительно, это вопрос. Мы на самом деле сегодня живем или выживаем, или здравствуем. Чем мы заняты? О чем мы думаем? О чем мы должны думать вообще, о своей нации. И вообще этот фильм очень концептуально подходит к мусульманскому фестивалю, потому что наш пророк когда-то сказал: если вы забудете свое родство, это прямая дорога, в общем, знаете куда. Именно поэтому я думаю, что фильм актуален, его идейно-тематическая направленность очень оправдана, и поэтому, наверное, оно вызывает широкий резонанс среди зрителей. Вся съемочная группа своя, у нас приглашенных нет. И у нас сидит уникальный человек в зале. Рафик оператор не приехал, не смог, а мама его здесь в зале. Вот я вот, мама Рафика где? Можно встать? Рафик Галеева, мама в зале. Вот Не испугался делать операцию своему родственнику, потому что даже в Германии разве это не мужество? Разве это не смелость? Разве это не смелость собрать деньги? Это не очень богатые люди, не очень богатая семья, и выкупить дом. Просто этот фильм, как бы, он именно нам напоминает, что мы все очень мужественные, смелые и объединенные в одной нации люди. Исянмысыз. Новое значение, глубокое значение в этом слове. Фильм мне глубоко понравился. Я практически проникся, я был погружен полностью в этот фильм, так как я не находил момента для скуки, не находил момента для отвлечения. Сюжет этого фильма очень близок к моей семье. В моей семье произошла почти такая же ситуация. Мой родной старший брат проработал в ковидном центре, в красной зоне целый год, не вылезая, и сейчас у него обнаружился третья степень онкологии. Вот, спасаем, но, к сожалению, вот бывает такое, что вот родственники тоже немножко в такой момент растворяются, пропадают. Вот, фильм поучительный, фильм, показывающий глубину души человека. И надо возрождать то, что когда-то было достойно татарскому народу. Рахмат. Спасибо. Я смотрел больше, наверное, как психолог, скажем так, будущий. Поэтому некоторые моменты мне, конечно, не понравились, но это в жизни у нас так как бы происходит вообще. Почему? Потому что, то есть про страдания, вот это страдание, там вот это люди мучаются, вот это все.
вот эти моменты. А вообще в целом, то есть концовка, вот это все очень понравилось, то, что объединение, вот это вот. И я вообще не только татар, вот это, что было объединение, целостность, а вообще во всем мире, чтобы все люди дружили, чтобы вот этого не было разделения, татары, русские, там, другие там какие-то национальности, чтобы все люди вообще в мире в целом были дружны. Зенгер тауларында үскен зенгер шешеген таныдым, сразу таныдым. Зур рәхмәт сезгә. Зур гына түгел, бөек эшләр эшләдегез. Я очень ждала этот фильм, я знала, что снимают. Такой фильм под названием, очень важным названием, «Исян Месес». Даже когда сюда заходила, я здоровалась именно в преддверии вот ожидания «Исян Месес». Впечатление, я вообще считаю, что на сегодняшний день это лучший фильм на татарском языке. И смех, и слезы, просто они сами идут, непридуманные, и весь зал реагировал так, потому что трогает очень живое. Мы тоже, вот мы 3 сестры, у нас мама жила почти до 100 лет, и ее последние слова были: «Пожалуйста, живите дружно». И вот мы всегда об этом говорим, что мы 3 сестры, у нас замечательные семьи у всех 3. И вот когда я посмотрела этот фильм, я еще раз проанализировала свою жизнь.